Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Весточка от вашей судьбы. О чем судьба хочет вам сказать, предупредить, да, может быть, на что-то открыть глаза, указать путь, который вы не видите. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадывайте. Сегодня очень необычный мистический день, и ночь будет волшебной. Сегодня у нас суперлуния, сегодня осетровая луна. Я думаю, что многие из вас почувствовали какие-то странные энергии вокруг себя. Вообще, в принципе, у нас август очень необычный. Месяц сразу двух полнолуний. Причем не просто полнолуний, а суперлуний. Поэтому, мои хорошие, кто особо чувствителен к магии, к тонким материям, тот, конечно, вот прям ловит свою волну, он это ощущает. Да, покалывание в пальчиках, в подушечках пальчиков, да, это все не просто так. Сны необычные снятся, там везде подсказочки, везде какая-то прям информация. Воздух пропитан информацией, подсказочками, шепотками от высших сил. Поэтому пользуемся случаем, да, и обращаемся к судьбе. Загадывайте, настраивайтесь и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Какой у вас классный знак. Вы смотрите, кобра. Видите? Кобра, которая раскрыла свой капюшон. Прям в самом-самом корне рисунка. Знаете, это вы. Не спешите на меня обижаться. В таком ракурсе, в таком месте. И кобра — это очень классный знак. Это знак силы, мудрости и крепости духа. Это то, чем вы на самом деле обладаете. Возможно, вы сейчас кивнули головой, сказали, да, это я. А кто-то, наоборот, замотал головой и сказал, не-не-не, это не про меня. Вообще не попало. Но нет, мои хорошие, вы ошибаетесь. Ваша судьба вам так и говорит. Ты сила, ты мощь. Ты все знаешь, ты все умеешь. У тебя все есть для того, чтобы стать счастливой, успешной. Смотрите, эта кобра раздула капюшон на каких-то пакостников, да, неприятелей, не знаю, врагов, конкурентов, конкуренток, недоброжелателей. Понимаете, у вас есть сила победить тех, либо то, что вам сейчас мешает, вредит, не дает ходу, да, останавливает, стопорит по жизни. Вы в себя не верите. Либо, если и верите, то все равно как-то побаиваетесь. Здесь, к сожалению, да, смелых просто единицы. Ну да, так бывает, так бывает. Мы все подвержены страхам, сомнениям и воздействию на нас общества. Это нормально, ничего тут такого нет. Смотрите, здесь у вас за спиной стоит какой-то человечек, который вас как будто бы прикрывает со спины и который вас подталкивает. Ну, вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Но вот найдется такой бравый, не знаю, рыцарь, либо верная подруга, кто вас, ну, действительно поддержит, причем во всех ваших начинаниях, в вашей борьбе с тем, что вам мешает, либо с тем, кто вам мешает. Тут до победы, знаете, как говорят, до победы один шаг остался. Да, это про вас и про вашу ситуацию сложную, поверьте. Она уже прописана в вашем будущем, ваша победа, преодоление вот этих всех, ну, нехороших личностей. Смотрите, как еще так хитро показали, да? Вы считаете, что ваш враг — это вот такой огромный хищный зверь,
либо звери, да, а по факту это вот такие маленькие, не знаю, чертики, да, которые, ну, так, хлопнул ладошкой и прихлопнул, да, ничего там нету. И только один это звук останется, даже следа не будет. Вы можете, вам нужно брать и действовать. К сожалению, я вижу, что это не один человек, тут где-то двое-трое вот особо таких вредных, мерзопакостных личностей. Либо 2-3 каких-то очень серьезных проблемы, которые вам кажутся непреодолимыми. Судьба говорит: действуй, рискни, проверь, у тебя все получится. Ну вот прям все есть, все вам дала судьба. Просто берите и делайте. Знаете, как у страха глаза велики. Но это всего лишь только ваше воображение. Да? Берите и делайте. Вы сейчас в самой ресурсной форме. И даже если вы мне сейчас напишите в комментариях: нет, я там приболел, заболела, плохо себя чувствую. Это все отмазка. Простите, но это отмазка. Вот, судьба говорит: ты кобра, да? Ты мудрое создание, сильное создание, смелое создание. Ты перехитришь любого, да? Ты обыграешь, обойдешь любого. Ну так бери и делай. Хватит ждать подачек от судьбы. Тебе уже все дали. Бери и делай. Ну, в конце-то концов. Ребятки, совесть надо иметь. Хватит бояться, надо действовать. Вперед, 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 только вперед. Ни шагу назад, только вперед. У вас все получится. Очень классное предсказание, мне очень нравится. Так, а здесь, смотрите, какой-то прекрасный, не знаю, джентльмен. Мужчина на такой лошадке, очень изящной, на тонких ножках. Путь к вам держит. Девушки, вы в его голове. Он, кроме как о вас, ни о ком думать не может. Да, какая-то здесь личность пытается его удержать. Видите, вот прям над ним такая фигура. А он-то к вам. Вы знаете, может быть, с какой-то заминкой, может быть, с каким-то немножечко опозданием, но он до вас доедет. Ну, понятно, вы все разные. У кого-то это любимый, да, которого дела задерживают, и он не может вовремя вернуться, приехать, там как-то обозначиться. У других это симпатия. Да, вам нравится человек, но человек как-то вот, ну, притормаживает. На самом деле чувство взаимное. Причем у него чувство гораздо больше, чем у вас к нему. Он ворвется просто в вашу жизнь, ну буквально там в самое ближайшее время. И тут и признание, и любовь, и морковь, и счастье, и страсть, и радость. Все будет. Все, девочки. Не накручивайте себя, не думайте, что не любит, не нравлюсь, там не будет, ничего будет. Все у вас будет. Просто дождитесь его. А лучше не ждите, а займитесь вот своими проблемами, да, решением этих проблем. Да, займитесь собой, своими интересами, там, себя как-нибудь прокачайте, не знаю, что-то хорошее, полезное для себя сделайте. Не надо тосковать, не о чем тосковать. Здесь чувства взаимные, чувства сильные, чувства, у которых будет дальше развитие и рост. Вот, все, прекращайте. Так, еще здесь какая-то ситуация, ну, такого глухого угла, тупика и жесткого разочарования. У кого-то прям такой стресс произошел сильный, что вы прям, ну, как обессиленный человек падает на кровать, говорит: все, ничего не хочу, не могу, оставьте меня. Что-то вас очень сильно напрягло. Вот как будто бы какой-то отказ вы получили, какой-то план ваш не реализовался, как будто бы дверь в самый последний момент, прям перед самым вашим носиком захлопнулась. И вас это просто выбило из колеи. Здесь вам просят передать, что все нормально, тебе не нужно было это, да? Либо если бы это с тобой случилось, в лучшем случае ты бы разочаровалась, потому что это не все так прекрасно, как ты думаешь, и в худшем случае могло тебе очень сильно навредить, да? Либо из-за этого у тебя бы были, ну, просто безумные неприятности. Здесь судьба говорит: я держу руку на пульсе, я все знаю, все понимаю. Я тебя просто не пустила туда. Вот ни время, ни место, не твое. Понимаете? Не нужно вам это было. Вместо того, чтобы страдать, убиваться, перекреститесь, скажите: чур меня, чур, и все, идите дальше по жизни. Но не нужно вам это было. Не надо так расстраиваться. Все хорошо, все хорошо. Когда это будет вам нужно, оно вас само найдет. Как-то так говорят. Видите, тут еще дополнительная такая дверка у нас образовалась. Будет и на вашей улице праздник. Всему свое время.
Очень часто люди в погоне за какими-то своими мечтами, хотелками, желаниями, потом они, когда получают желаемое, они понимают, что, ну, не в этом счастье, да, либо у них какие-то неприятности начинаются, там, да, прочее, прочее. Поэтому, мои хорошие, не случилось, и слава Богу. Вот так вам просят передать. Так, дальше идем. Ну, здесь такое предсказание. Знаете, мне иногда вот не хочется говорить то, что я вижу, но должна. Здесь мужчина, он как будто бы крутит любовь сразу с несколькими женщинами. И не факт, что 2 женщины, возможно, больше. Здесь какой-то, ну как вот, не знаю, какое слово подобрать. Только плохие слова просятся. Ну, в общем, непорядочный, да? Непорядочный человек, который вам морочит голову. Либо у кого-то отыграется, что глубоко непорядочный человек положил на вас глаз и начнет к вам, значит, такое хитрое, скользкое продвижение. Девочки, если вы понимаете, о ком я говорю, либо в ближайшее время вот такой любвеобильный мужчина начнет в вашу сторону кидать крючки, в самой резкой форме отсекайте, отсекайте. Мужчина не только, ну, господи, тут разнообразные связи, у него могут быть даже какие-то, либо он под негативом, либо он чем-то болен. Вот простите за такую подробность, да, может быть, на этих связях, по этим чужим кроватям нацеплял там кучу каких-то, ну, либо приворотов, либо болячек венерического характера. И он просто заразный, понимаете? Он просто заразный. Держитесь от него подальше. Фу, гадость какая. Девочки, ну вот я думаю, кому надо, тот услышал. Я вас предупредила. Страшные вещи здесь показали. Не дай бог. Так, еще. Здесь какой-то человек новый. Новый. Очень, кстати, на ваш взгляд, такой несуразный, необычный, глуповатый, придурковатый, на клоуна похожий, либо наоборот, как какой-то валенок, тюфяк. Да? Вот этот человек, он делает шаг в вашу сторону, делает шаг с каким-то предложением. Предложение почему-то вам как-то не очень приглянется. Ну, может, это немножко интересно, но такое скажете, господи, от такого человека не хочу. Вот здесь вас просят этому человеку не отказывать. Не смотрите на внешность этого человека. Судите по словам, по действиям и по формату этого предложения. Предложение само по себе очень достойное. У кого-то отыграется, что очень денежное, у кого-то очень такое по карьере продвигающее. Очень классное на самом деле. Здесь не судить по внешности личности, а судить по словам, по действиям. Вот. Не отгоняйте этого человека, не блокируйте, выслушайте, подумайте, а потом только примите решение. Вот так говорят. Ну, классное предложение на самом деле. Вот такие предложения вообще называют судьбоносными. Он вам, видите, петушка молодого, красивого предлагает. Петушок, это же, да? Представляете, вырастет прекрасного петуха, красивого, холеного, дорогого. Принесет вам много-много успеха и много радости, кстати. Так, еще. Здесь 2 человека, ну просто отвернулись друг от друга, ничего не хотят ни слышать, ни знать. Друг друга воспринимают просто на вилы, да, вот хуже, чем враги. Хотя эти люди либо дружили очень сильно в прошлом, либо любили друг друга очень сильно в прошлом. А сейчас, ну просто только одно упоминание этого человека доводит вас до, не знаю, белого коленя. Кто себя узнал? Дружба либо любовь. Вот такая ситуация. Мои хорошие, здесь по зависти ваши отношения испортились. Причем зависть третьего человека, который накрутил всю эту вашу ненависть, она накрученная, она неестественная. Ее вот рукотворно создали. Какой-то человек очень сильно завидовал вашей любви, либо вашей дружбе. И приложил просто максимум усилий для того, чтобы вас превратить в врагов. Если вы и дальше будете в таких контрах с друг другом, вы
Подыграйте этому человеку. Может быть, пришло время поговорить как взрослые люди, обсудить свою обиду этого человека, прийти к какому-то общему знаменателю, да, консенсусу и выйти на того, кто вам это все тут попортил, подгадил, кто был режиссером всей этой ужасной ситуации. Если вы друг друга потеряете, вы будете жалеть, и жалеть очень-очень сильно. Вы друг другу очень нужны и очень важны, понимаете? И сейчас, и в будущем, и через много-много десятков лет. То есть здесь нужно остановиться в своей злости и ненависти, разобраться, выявить, вычленить этого человека, кто вам тут напакостил, навредил, и мириться. Мириться, чего бы вам это ни стоило. Такая информация. Так, еще. Кто переживает за свое будущее? Ну вот кто-то прям страдает. Страдает, причем тут страдать могут и женщины, и мужчины. Страдаете вы в основном по двум темам. Финансы и любовь. Любовь. Я не могу сказать, что пересиливает, потому что где-то приблизительно 50 на 50. 50 на 50. Наверное, все-таки финансы. 51 на 49. Потому что кто-то уже со своей любовью, но из-за финансов, из-за финансовых проблем, нехватки денежных средств, у вас постоянные проблемы с любимым человеком. То есть не видите своего счастья, не ощущаете его. Значит, судьба говорит так: окстись, с тобой все хорошо. Это временные трудности, которые нужно просто пережить. Да, в жизни иногда выпадают разные испытания. Переживи, перетерпи. Все будет, все хорошо. Смотрите, четко очень показали. Два человека. Дом наполненный, с большими светлыми окнами. Из дома, да, из крыши дома, смотрите, торчит даже не труба. Это флаг. Флаг победы. Во всем и сразу, понимаете? Ну просто шикарно. А над женщиной еще и молодой месяц. Ну, я вас поздравляю, мои хорошие. Молодой месяц обещает рост, прибавку, исполнение, интуицию. Знаете, как на «ты» с миром разговаривать. Вот что вам идет, мои девочки. Вот он, мужчина с большими руками, да, который этими руками и приласкать может, и заработать, и что-то сделать, починить, поремонтировать. Рукастый мужчина. И вот он дом, вот крыша, смотрите, какая красивая. И дом, видите, наполненный, и вот такое огромное окно. Светлый дом, чистый дом. Это то, что вас ждет, либо то, что у вас будет. За что переживаем, за что себя накручиваем? Да, бывают трудности, у всех бывают трудности. Слышали такое выражение? Богатые тоже плачут. Если вы думаете, что у вас самая главная проблема в жизни — это отсутствие денег, вы очень сильно ошибаетесь. Деньги будут. Деньги будут обязательно. Вот судьба вам это говорит. Хватит страдать, надо жить. Надо жить, надо развиваться, работать, чего-то достигать, добиваться. Вы созданы для того, чтобы быть в паре. Мужчины и женщины, услышьте правильно. Вы созданы не для одинокой жизни, а для того, чтобы быть в паре. Вообще, если честно, за почти 3 года я ни разу не видела ситуацию, когда вот мне песок показал, что человек будет одинокий. Ко мне вот все приходят именно те, кому вот счастье в личной жизни. Часто, кстати, в комментариях вот мне пишут: вот, ты там рассказываешь только хорошее. Ребятки, я рассказываю то, что идет. А то, что вы избранные для того, чтобы быть счастливыми, ну так извините, это не я виновата, это не моя проблема. Просто научитесь принимать хорошее. Научитесь слышать правду и принимать ее. Вот это самое важное. Просто прекрасная отсыпка. Мне так и нравится, что вас будут в будущем окружать очень хорошие люди. И хороших людей даже в сегодняшнем дне в вашем окружении гораздо больше, чем плохих. А вот плохие в вашей жизни появляются только лишь по одной простой причине, потому что вы им даете возможность входить в вашу жизнь. Кто-то по глупости, кто-то по дурости, кто-то по доброте душевной. Ну, понимаете, это не высшее, это не судьба вас сталкивает с плохими людьми. Это где-то вы немножечко так невнимательно относитесь к своему окружению. Все это чистится, все это убирается, можно навести порядок. Дело за малым. Встаем, действуем, работаем, живем.
Мои хорошие, мне очень нравится отсыпка. В такой мистический день такая шикарная информация, она точно исполнится. Вот все, что сказала, то и будет. Поверьте, да, может быть, немножко время пройдет. У кого-то быстрее, у кого-то дольше. Но впереди только хорошее. Самое лучшее. Так, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.